Модернизацию этого моста местные жители ждали давно. Еще совсем недавно это было ненадежное сооружение, построенное в 50-х годах прошлого века. Со множеством дефектов, изношенное и небезопасное как для водителей, так и для пешеходов. А уже совсем скоро, в течение месяца, откроется новая переправа. Жители с нетерпением ждут завершения всех работ. Они рассказывают, прежний мостовой переход уже не соответствовал современным нагрузкам и интенсивности дорожного движения, которая увеличилась в разы. Халық тротуар бацыр, бері школе, халық оқыш, да оқыш, қыбоғыш, студенты школе, да оқыш, деш оқыш, самый удобный, да, целый жуады. Мы надеемся, что хашир медиадия, мы как бы видим, что там еще для тротуаров место предусмотрено. Мост готов, по словам мастера участка Камбулата Бекова, примерно на 80%. По сути дела, осталось за самым малым. Работают на объекте порядка 20 рабочих. Имеется вся необходимая техника. Требования, которые предусматривает проектно-сметная документация, специалисты выполняют. На данный момент уложили переходные плиты. Ведется армирование межбалочных швов. Позади тоже огромный пласт работы. Все это удалось сделать за несколько месяцев. Реконструкция стартовала в начале августа. Протяженность моста 40 метров, участок работы у нас 111 метров, ширина моста у нас в общем около 16 метров, проезжая часть будет 8 метров, плюс по 2 метра зона безопасности и тротуары с двух сторон по 1,5 метра. Новый мост будет от и до соответствовать современным требованиям безопасности. Объект обеспечивает связь между Малгобекским районом и Назрановским. При его возведении используются своего рода новые подходы. К примеру, применяются балки, которые гарантированно выдерживают нагрузку, вес самого моста и прочие воздействия, и дают возможность построить мост длиннее. Балки, которые там уложены, однопролетные балки, длина балок составляет 33 метра одной балки. Их уложено 8 штук. Более того, там предусмотрена гидроизоляция, там все прочие вопросы безопасности, колесоотбойный брус, перильное ограждение, тротуары там по 1,5 метра на каждую сторону. Ну, в общем, все, что необходимо в рамках требований моста, там предусмотрено. И будет сделано. Подрядная организация, которая занимается реконструкцией важного объекта, положительно зарекомендовала себя среди жителей. Магомед Башир Цучоев всю жизнь живет в Средних Ачауках, помогает содержать местную мечеть. Он рассказывает, что по его наблюдениям рабочие действительно ответственно трудятся на объекте. Мост дадул, я хоз бол забудешь бы, хоз хашири дядер, дикки хашири дядер, так, кезик да иза даряха дядер, ханч усахти хоз бол забудешь бы, ханчо эту бол бы, торезда улка. С 2022 года в республике провели реконструкцию 4 мостов – в Сунже, Карабуаке и Кажево. Каждый объект было очень важно модернизировать, чтобы обеспечить безопасность для водителей и пешеходов. Что касается развития дорожной инфраструктуры в Малгобекском районе, за последние 6 лет в рамках программы развития автодорог было обновлено около 75 километров дорожного полотна. В 2024 году, по данным РИА рейтинга, республика вошла в 5 лидеров и заняла 4 место по России, а по СКФО 1 место. Это по качеству дорог, именно по качеству дорог, а это серьезный показатель качества дорог. Неделю назад был ВКС, и на этом ВКС отметили, что к Ингушетии, кроме слов благодарности, у нас нет ничего. Работа в этом направлении продолжается. Ее основная задача – повысить качество жизни населения и помогает в достижении поставленных целей федеральные программы и национальные проекты, в которых Ингушетия – активный участник. Марья Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.